Всем привет, меня зовут Александр. Мы находимся в селе Пашга, и здесь мы строим большой одноэтажный красивый дом параметрами 8 на 12. Давайте более подробно покажу вам этого красавчика. Пару слов расскажу о конструктиве. Фундамент, железобетонные сваи, посмотрите. Мощные, надежные, серьезные. Дальше идет обвязочный брус из бруса 200 на 200, первый, второй сорт. Свежак. Все запилы, вся стыковка идет по центрам сваи. Вот это у нас идет как гидроизоляционный слой между брусом и самой сваей. Дальше идет опять, посмотрите, большой брус большого сечения 150 на 200. Для чего? Спросите вы. А чтобы туда врезать, вот такие лаги. Вот такого большого сечения, тоже 100 на 200. Лаги надежные, большие, не прогибаются на длину пролета до 4,5 метров. Ваша мебель, ваш сервант не будет дребезжать. Нормально, не прогибаются. Мои любимые, надежные, хорошие лаги. Заходим внутрь дома. Стены дома. Обратите внимание на стены дома. Мы их строгаем. То есть мы их прошли с рубанком и сделали, ну, еще такие декоративные фаски. Вот выглядит вот так все эстетически приятно, красиво. Вот тут синева есть чуть-чуть, серость такая. Это мы еще антисептиком уберем. Дело в том, что сейчас повышенная влажность. Здесь вообще вся трава сырая. Все сыро, очень сильно сыро. Идут периодические дожди, ну и тепло. То есть сейчас образуется грибок синева, он древоокрашивающий грибок. Ну вот мы обрабатываем потом древесину, поэтому этого в дальнейшем вы уже не увидите. Ну, постараемся, чтобы вы не увидели. Все красиво. Идем дальше. Блин, лаги чернеют. Сука, лаги сереют, конечно, очень быстро. Видите, пиломатериал, который был ближе к земле, видно, что он чуть-чуть покрылся синевой. Влага идет с земли, что доставляет, скажем так, эстетические неудовольствия ни нам, ни заказчику. Это факт, это факт. Очень красиво, очень большой, просторный, красивый дом. Стены, посмотрите, все стены в доме, они под шлифовку. То есть эстетически приятный, красивый внешний вид такой. Первое время нашим заказчикам не придется вкладываться во внутреннюю отделку. Им есть чем заниматься, потому что сейчас необходимо будет делать утепление пола, потолка, заниматься электрикой, отоплением, водоснабжением, канализацией, установкой оконных и дверных конструкций. Поэтому отделка подождет, тем более дом под усадку. Я даже вам рекомендую, когда вы будете строиться, сделать шлифовку. Сделать шлифовку внутренних стен дома, чтобы можно было уже использовать. Находиться уже, честно говоря, приятно. Я бы для себя еще шлифанул стены, нанес бы декоративное такое масло, да, с каким-то красивым оттенком. Не как раньше делали вот под сосну, нет. Какой-то благородный оттенок, да, нанести. И уже в дальнейшем под лак. И будет действительно серьезный, красивый, благородный внешний вид. Ранее когда-то делали все просто сосну и лак. Вот. Но это выглядит простовато. Действительно простовато. Так еще балконы обшивали. Дачные дома. Но сейчас уже надо обрабатывать. Рекомендую обрабатывать маслом сначала для древесины. А потом уже наносить легкий слой, такой колирующий, возможно, шоколад, возможно, чуть-чуть беленый, да, вот древесина. Реально очень красиво. Могу порекомендовать, так что пишите, я порекомендую, где можно такие масла и лаки купить. Дорогие друзья, но если вам необходимо построить красивый, качественный дом, вы знаете, куда обратиться. Это компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, сделаем вам расчет стоимости. Ну а вы уже принимайте решение. Мы будем рады построить вам вашу мечту.
До встречи. До встречи.